В Каракалпакстане власти фактически выжимают деньги из людей с инвалидностью. Около 250 человек, инвалиды, онкологические больные, одинокие матери с детьми с тяжелыми заболеваниями, получили ультиматум: платите аренду или будете выселены на улицу. В 2022 году этих людей переселили в так называемый социальный городок в Хаджилийском районе Каракалпакстана, размещенный в здании бывшей психиатрической больницы. Тогда им пообещали жилье с оплатой только коммунальных услуг. Уже на этом этапе социальная поддержка превратилась в инструмент насилия. Размещение в бывших психиатрических корпусах создавало атмосферу давления и психологического притеснения. В 2025 году условия проживания были изменены в одностороннем порядке. Местные власти официально уведомили жильцов о введении обязательной арендной платы и пригрозили судебным выселением тем, кто не выполнит новые требования. Солай ма? Қарар бойынша. Қандай лауазымда істейсіз әкіметте? Әкіметте істемеймін. Мен просто состав комиссияға қосылғаннан сол просто келіп жатырмыз. Мен басқа жақта істеймін. Мына жігітлер кім? Мен Алпамыс Айымбек. Өткір, ата жағы. Біздердің қолымызға мынандай қағаз беріп қойды. 665 мың сомды шартына суд арқылы 15 күн ішінде төленбесе, суд арқылы шартама бекарлануы хақында ескертеміз деген шартын біздерге мынандай ескерту қағаз беріп қойды. И мына 3 адам тексеріп, мінекей. Не бойынша? Мен есім қақтым ғой, не бойынша? Енді бұл заттың бізге Ава, енді не үшін деп тұрсам? Яқшы, не үшін деп тұрсам? Біз просто агахландыру шартнама алдыңыз ба? 25-ші жыл ескерту берілді ме? Соны білу үшін. Ескерту қолдарыңызда тұр ғой, оны біліп не сілерге не керегі бар оның? Берілді ма, берілмеді ма, соны тексеріп жатырмыз. Речь идет о социальной группе, которая ни физически, ни экономически не может позволить себе оплату жилья. Это прямое административное давление на людей, лишенных реальной возможности защитить свои права. При этом Каракалпакстан – регион с населением около 2 миллионов человек, занимающий почти 40% территории Узбекистана и обладающий природными ресурсами стоимостью примерно в $2,5 триллиона США. У властей есть финансовые возможности для достойного обеспечения социальной защиты уязвимых граждан. Однако, вместо этого Мирзияевский режим выбирает политику экономического давления и запугивания. Практика размещения людей с инвалидностью в социальных комнатах с обязательной арендной платой не может рассматриваться как социальная политика. Это системное издевательство, прикрытое риторикой социальной защиты и восстановления Аральского региона, а также попытка ввести в заблуждение международное сообщество. На фоне катастрофически тяжелого положения людей с инвалидностью, все публичные заявления Саиды Мирзияевой, ответственной за социально-экономическое развитие Каракалпакстана, являются откровенной ложью. Они призваны скрыть коррупционные практики, перераспределение региональных ресурсов и фактически отказ государства от выполнения своих социальных обязательств. Вместо защиты наиболее уязвимых граждан, Мирзияевский режим демонстрирует готовность применять к ним репрессивные механизмы. Отношение центральных властей к инвалидам Каракалпакстана демонстрирует системное пренебрежение их правами и базовыми потребностями. Эта политика напрямую отсылает к трагическим событиям во время протестов в Каракалпакстане в июле 2022 года и указывает на реальную угрозу повторения репрессий против самых беззащитных групп населения. Фраза «можем повторить» в этих условиях приобретает зловещий смысл. Она напоминает о том, что государственное насилие теперь может быть направлено против людей с инвалидностью и тяжело больных, лишая их последних гарантий безопасности, права на жилье, медицинскую помощь и социальную защиту. Использование помещений бывших психиатрических больниц, давление через судебные механизмы и угрозы выселения превращают так называемую социальную политику в инструмент системного террора. Регион с колоссальными природными богатствами и триллионным в долларовом эквиваленте ресурсным потенциалом демонстрирует вопиющее расхождение между официальной риторикой и реальными действиями властей. Введение арендной платы, угроза выселения и применение карательной психиатрии – это не социальная политика, а
государственное насилие и сознательная эксплуатация самых уязвимых граждан. Assalomu alaykum Shavkat Miramonovich Mirzayev hamda Prezident administratsiya rahbari Saida Shavkatovna Mirzayevaga. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani ijtimoiy shaharchada yashovchi Safarov Xudoybergan Ismoilovich bo'laman. 1957 yil tug'ilganman, 1-guruh ko'zdan nagraniman. Bu video olib borayotgan maqsadim bizlarga 22-yil mart oyida bu yerga joylashtirgan edilar. Bu yerda 1-2 guruh nagralari bor, ehtiyojmand, uy-joy yo'qlar, o'sha bilan birga o'zgalar parvarishga muhtoj odamlar bor, o'shalarga berilgan uy. Endi hozirgi vaqtda 25-yil iyun oyida bizlarga shartnoma berdilar. Shartnomada beruvchi va oluvchi, lekin bu yerda soliq degan narsa yo'q, ko'rsatilmagan. Sababi siz kelib shu yerda aniqlab berasiz. Biz sizni xalqimiz bilan birga prezidentlikka sayladik. Biz sizdan talab etamiz hamma narsani. Ularning laylanmaklari bunga kerak emas bizlarga. Bizlarda juda qiynayapti ular. Ijara to'la deb sotga beraman deyapti. Sotga ham bersin. Lekin shuga ilojini topib bizlarga kelib bir amaliy yordam qilib, uy yo'q, joyi yo'q, xotin qizlar bor, nagrallar bor, shularga alohida bir uy qurib bersalar degan umiddamiz. Buni biz hakimning o'ziga topshirib ketaylik, tinchgina. Xalqimiz juda qiynalib ketdi. İjtimoiy shaharchada yashayotgan xalqimiz juda qiynalib, azob ko'ryapti. Ish yo'q. Daromadi oladigan nafaqa bilan yashayaptilar. Pensiya puli bilan yashayaptilar bular. Endi nima qilish kerak? Mana yanimda o'tirgan 1-guruh nagrani. Nagrani turmush o'rtog'i. O ishsiz bu nafaqa bilan yashaydi. Bularga kelib yordam beradigan hech qanday inson markazidan odam yo'q. Ularning hammasini inobatga oladi degan umiddaman. Balki bu shu ijtimoiy shaharchaning xalqning nomidan ham aytyapman-da o'shani. Siz inobatga olib kompleksli komissiya olib kelib ko'ringlar, tekshiringlar. Uylarimiz sovuq. Balkondan suv ketyapti. Ertalab kechgacha suv ketadi. İjtimoiy xodimlarga ham ko'rsatganman hammasini, lekin inobatga olmayaptilar. 25-yil fevral oyida ijtimoiy shaharchaning direktori Amongul Abjamilovaga ariza berganman. Issiq yerga meni ko'chirib beringlar deb. Yo'q, kasal ustiga kasal qo'shib ketdi ular. Ana shularni hammasini inobatga olib, bu o'tirgan fuqarolarni o'z zimmamizga olishingizni so'rayman. Ham talab etaman sizlardan. Sababi biz sizni prezidentlikka sayladik. Biz sizdan talab etamiz.